По данным Сахастата, численность занятых в экономике увеличилась на 0,5% и составила 464 тысячи человек. Соответственно, общая численность безработных уменьшилась на 0,6% и составила 34 тысячи человек. Юлия Великодная выяснила, какие профессии востребованы в Якутии и какие специалисты зарабатывают больше остальных. Юля, тебе слово. Приветствую, Ольга. Начну с тех, у кого с поиском работы в Якутске не должно возникать проблем. Это водители, консультанты, электрогазосварщики, воспитатели и полицейские. Почти 5000 вакансий в Центре занятости столицы региона для тех, кто проводит свой рабочий день за рулем. Рабочие места для 200 разнорабочих, сварщиков и поваров ждут сотрудников. Ну а менее востребованные профессии на рынке труда в Якутске – это социальный работник, контролер, ветеринарный врач, геодезист, дизайнер компьютерной графики, инженер по охране труда, кинолог, лаборант, судовой механик и оператор связи. Запрос на всех этих специалистов по 7 на каждую профессию. Что касается зарплат, то ее рост следует из данных Росстата. По предварительной оценке, зарплаты в июле выросли на 3,8% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации составила 45 900 рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 8,2%. В январе-июле 2019 года на 7,2%, говорится в сообщении. Ну а в Якутске самую высокую зарплату предлагают начальнику участков промышленности и командиру воздушного судна – более 150 тысяч рублей. Ближе к 100 тысячам готовы платить машинисту буровой установки и бульдозера и инженеру по ремонту. Далее идут вальщик леса и монтажник технологических трубопроводов. Как мы видим, в лидерах по сумме зарплат остаются промышленные компании. Тем временем по программе «Местные кадры в промышленность» по итогам первого полугодия алмазодобывающая компания «Алроса» трудоустроила 650 человек. Также отмечается, что профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 10 человек. Они получили профессии лаборант химического анализа, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь КПА, столяр-строитель. Также объявлен набор в группу ремонтник горного оборудования на базе 11 классов. Обучившиеся на дальней специальности идут в дальнейшее и на принятие работу в Айхальский ГОК. В прошлом году начал реализовываться новый проект «Занятость на селе». После успешных показателей в Намском районе проект распространили в Хангаласском, Горном и Оленёкском улусах. Наиболее востребованные профессии среди работодателей в основном технической направленности. Такие профессии, как водитель, машинист, экскаваторщик. А вот население само в большей степени хотят трудоустроиться в сфере бюджета. В рамках вот этого проекта мы должны реализовать множество всяких проектов по линии Министерства ЖКХ, Министерства труда по социальным контрактам, Министерства предпринимательства и, конечно, Госкомзанятости. Должны создать порядка 167 рабочих мест и обеспечить трудовой занятостью местное население на селе. Проект «Занятость на селе» нацелен на адресный подход. По наследям, например, главы населенных пунктов очень хорошо знают свое население и направляют на вот эти проекты, реализацию вот этих проектов именно у тех граждан, которым очень остро нужна помощь. Большинство высокооплачиваемых профессий требуют образования и опыта работы. Между тем, трудоустраиваются согласно полученному диплому в России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям 56,8% опрошенных. На основе полученных данных эксперты пришли к выводу, что более 40% населения конкурентны на рынке труда с точки зрения возможностей, которое дает хорошее образование. При этом более половины опрошенных имеют образование низкого или среднего качества, что вынуждает их выбирать на рынке труда специальности, не требующие особых знаний и опыта. Согласно исследованию, самый высокий показатель устойчивости занятости имеют специалисты высокой квалификации. В то же время 20% опрошенных россиян опасаются, что могут потерять работу. Угроза потери занятости растет после достижения работникам 35 лет. И дальше усиливается, достигая максимальных значений в предпенсионном возрасте. Ольга, такая информация. Спасибо, Юлия.